Сидим дома вместе с нашим телеканалом на БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Всех горожан призываем воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Коронавирус перешел границы. Число заболевших растет. Он из Уфы, учился во Франции. Под Уфой строят инфекционную больницу, улицы обрабатывают перекисью водорода. Решение о строительстве мы приняли и будем строить. Сидим дома, но не все. Это же большой карантин там, где у них уже действительно тысячи. Антикарантинная вечеринка, что за пир во время чумы. 2, 1, 0. Ядерные взрывы в Башкирии – это не выдумка, а исторический факт. Здесь буквально под моими ногами почти 50 лет назад произошел ядерный взрыв. Кто, где и для чего провел в республике 7 атомных взрывов. Произошло землетрясение самое настоящее. Печки поломались, стекла потрескались. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Вклад в хищение у самого себя. И она до последних дней просила. И до последних говорила, что я тебе верну обязательно. Финансовая пирамида рухнула, организатор арестован, но свыше 2000 человек до сих пор ждут своих денег. Как перемена слагаемых в слове может отразиться на сумме. Якобы куда-то инвестируют, это уже говорит о том, что это не соответствует действительности. Мошенник, присвоивший 600 миллионов рублей, пытается доказать, что он банкрот. Когда ты лучше всех. Больше всего его поразила та страсть, с которой ты занимаешься ремонтом часов. Насколько ты в это... Да. Десятилетний реставратор из Уфы починил часы бабушки Джеффа Монсона. А вот механизм премиум-класса разбил на глазах нашей съемочной группы. Намеренно. Почему время не всегда значит деньги? Не достался никому. После окончания прошлого сезона сказал, что этот сезон будет последним для него в России. В самый разгар игры сезон КХЛ завершен. Сур Рахмат. Шведский волшебник с зеленым сердцем улетел и вернуться уже не обещал. В Башкортостане подтвердился 5-й случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили сегодня во время ежедневного брифинга в Республиканском Минздраве. Заболевание выявлено у жителя Уфы, который учился во Франции. По прибытию домой у него взяли все необходимые анализы, после чего студент самоизолировался дома. Круг лиц, с которым он контактировал после прилета, определен. Молодой человек вместе с еще 4 заболевшими проходит лечение в 4-й инфекционной больнице Уфы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Так как все вновь прибывшие у нас подлежат обязательному лабораторному обследованию, его обследовали и получили предварительный положительный результат, который необходимо было подтвердить в противочумном институте города Москвы. Материал был направлен, и сегодня ночью пришло подтверждение, что он инфицирован новым коронавирусом. Как было отмечено на брифинге, все 5 случаев заражения коронавирусом в Башкортостане являются завозными. В списке стран, откуда была привезена зараза в республику, пока фигурирует Франция и Италия. Передача инфекции от человека к человеку в регионе не зарегистрирована. Между тем, с подозрением на коронавирус в стационарах республики находится 97 человек, из них 16 детей. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что новости о перекрытии республиканских дорог являются фейковыми. Дорожное сообщение работает в привычном режиме. Успокоили владельцев домашних животных, питомцы не могут быть переносчиками болезни. Тем временем все больше башкирских предприятий легкой промышленности присоединяются к производству многоразовых масок. В понедельник план стоит уже 60 тысяч, плюс на 20 тысяч масок у нас ГУФСИН взял заказ. То есть с учетом, если будет у нас сырье, сейчас сырье как бы по марле, это проблема и марли, и бяси, и модополам там пытаемся находить. Если было бы сырье у нас в полном объеме, 100 тысяч масок наше предприятие бы шили в сутки. Это, не сказать, что легко, но производительность была бы такой. Ну и добавлю, что с понедельника брифинги Минздрава, где озвучивается самое последнее и отмечу только достоверная, проверенная информация, будут транслироваться на телеканале БСТ в полном формате, в прямом эфире каждый день в 14:00 по местному времени. Так что подключайтесь.
Главным девизом уходящей недели стал лозунг «Сидим дома». На сегодня лучшая профилактика коронавируса – самоизоляция. Именно поэтому, наверное, впервые в современной истории были введены внеплановые нерабочие дни по 5 апреля. Не выходные, а именно нерабочие, потому что в эти дни рекомендовано максимально изолироваться от внешнего мира, избегая общественных мест. В шутках про то, что лежа на диване можно спасти человечество, есть достаточная доля правды. С одной стороны, чтобы не подхватить заразу, с другой – не заразить вирусом других. Накануне в Уфу прибыл последний чартерный рейс из-за рубежа, пассажиров которого отправили на домашний карантин. О потенциальных носителях вируса и о том, как выжить в условиях изоляции, расскажет Артур Шамсудинов. Вы, кстати, сейчас без маски не боитесь? Все-таки Нет. опасно? Нет. Мы в самолете летели уже 10,5 часов, поэтому мы уже не боимся. Маска, конечно, не панацея, но ее отсутствие говорит о многом. Похоже, некоторые из этих туристов, вернувшихся из-за рубежа, до конца не осознают всю серьезность пандемии. К слову, все они улетели отдыхать в Таиланд неделю назад, когда власти вовсю рекомендовали не покидать страну. Потому что нам не отменили ничего, либо возвращать с потерей, либо лететь. Вот пришлось лететь. Таиланд на тот момент был открытой страной, то есть он не был даже в списках карантинников. А сейчас, видите, буквально за несколько дней меняется все. В Башкортостане первые зараженные коронавирусом инфекцию подхватили именно за рубежом. На круизном лайнере. Одна из двух сестер, находящихся на лечении, выложила видеообращение в соцсети. Мы не в реанимации, мы в люксовой палате. У нас, смотрите, чайник стоит, сзади телевизор, вот душевая кабина. У нас все есть, все здорово. Специалисты, однако, не рекомендуют иронизировать на этот счет. У некоторых болезнь может проходить и бессимптомно. И такие люди опасны, как переносчики инфекции. Двое зараженных коронавирусом торговали мясом в Сибае. Оказалось, что предприниматели из Челябинской области ездили за рубеж, однако по возвращении не самоизолировались. 23 марта, в воскресенье, они были в городе Сибае, осуществляли торговлю на рынке в мясном павильоне, место номер 37. Прошу вас, кто в этот день покупал продукты в данном месте, обратиться к нам на горячую линию Министерства здравоохранения. Скольких людей горе-торговцы могли заразить, несложно представить. А ведь на рынок очень часто ходят пожилые, для которых коронавирус особо опасен. Людям старше 65 на неделе и вовсе рекомендовали не выходить из дома, даже за продуктами. Ольга Александровна, здравствуйте. Вы здесь, это волонтер-медики вас беспокоит. Вы в списке указали крекеры. Подскажите, вам какие конкретно нужны? В помощь пожилым в Уфе были созданы специальные отряды волонтеров, которые закупят и доставят до квартиры продукты и медикаменты. Сделать заказ можно по телефону горячей линии. Эта мера поддержки организуется для профилактики коронавируса. Ведь в настоящее время в республике проживают свыше 500 000 пожилых людей. Мы спрашиваем конкретно, какой продукт, желательно в каком магазине, потому что они знают, сколько стоит примерно продукт. И они говорят, например, в каком-то магазине в определенном, какая марка и так далее, и сколько примерно стоит. Девизом сегодняшнего дня стал лозунг «Сиди дома». Он затронул всех без исключения. Каникулы в школе продлятся еще как минимум неделю. Впрочем, даже когда они закончатся, ситуация в самой школе не сильно изменится. На очное обучение дети сюда попадут, скорее всего, не скоро. Начало учебной четверти учителя и ученики встретят по разные стороны монитора. Большинство уроков будет проходить в таком формате, с виртуальным присутствием детей. Кто бы мог подумать, что и физкультурой тоже придется заниматься дистанционно. Так, преподаватель Альфред Мавлеткулов вместе с завхозом готовит видеоуроки, которые впоследствии будут рассылать школьникам. Мы можем отправлять видеоролики, упражнений свои. Потом можем дать тесты на подготовку к Олимпиаде тоже. И контроль нормативы по ГТО. На сегодняшний день в республике проверку на коронавирус проводят только в государственных лабораториях. Сделать это можно только по показаниям. Однако с 30 марта начнется обучение специалистов частных клиник. И уже вскоре сдать платный анализ сможет каждый желающий. Все те материалы, которые были забраны, в том числе в аэропорту, у лиц, вернувшихся из-за границы, они будут обследованы на базе всех 7 лабораторий, которые определены приказом Минздрава. В Уфе на борьбу с коронавирусом уже вышли коммунальщики, которые начали обрабатывать улицы, остановки транспорта и подъезды раствором перекиси водорода. Дезинфекцию будут проводить в круглосуточном режиме. В
В качестве дополнительной меры сдерживания коронавирусной инфекции президент страны объявил следующую неделю выходной, призвав всех, насколько это возможно, минимизировать любые контакты. Владимир Путин подчеркнул, если не соблюдать карантин, то, что происходит сегодня во многих западных странах, может стать нашим ближайшим будущим. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Ильнур Юмагулов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Между тем, в республике приступили к строительству новой инфекционной больницы. Ее планируют запустить в Уфимском районе уже через 3 месяца. Поручение построить лечебный центр в кратчайшие сроки дал Ради Хабиров. Объект будет представлять собой одноэтажный комплекс из быстро возводимых модульных конструкций. Для круглосуточного пребывания возведут 80 боксов. В отдельных зданиях планируется разместить общежитие для сотрудников. 2 инфекционных отделения оснастят мельцеровскими боксами с выходом на улицу или же в коридор. Предусмотрена автономная вентиляция, системы очистки воздуха всех помещений. Уже идет строительство. Мы сейчас задумались над тем, все-таки здесь такое быстрое строительство, посмотреть объемы, насколько потом, как говорится, в мирное время мы будем использовать этот объект. Решение о строительстве мы приняли и будем строить. Если изначально предполагалось, что строительство корпуса инфекционной больницы займет около полугода, то теперь, предполагая пик коронавирусной инфекции в конце мая, начало июня, решили ускориться и сжать сроки ровно в 2 раза. Новое медучреждение в индустриальном парке Зубово сможет вместить до 520 пациентов. Возводить модульную инфекционную больницу пока взялись только Москва и Башкортостан. Наличие инфраструктуры и близость аэропорта стали ключевыми факторами при выборе места строительства. Но в случае необходимости практически без затрат можно будет перенести объект на любое другое место. Он подразумевает длительную эксплуатацию. Он быстро возводимый, но при этом он может эксплуатироваться и 10, 20, 30 лет. Ни внешне, ни внутри он не будет отличаться ни от каких капитальных сооружений. Просто мы ушли от мокрых процессов для того, чтобы уместить сроки строительства в это отведенное время. Пока коронавирус ежедневно убивает тысячи людей по всему миру, жители Башкортостана до сих пор не могут осознать нависшую над ними угрозу. Как иначе объяснить шумные многолюдные вечеринки в клубах, несмотря на действующий запрет главы Башкортостана? Или шашлычный пир, так называемый во время чумы, в парках и на набережных. Да и пенсионеры, которых инфекция забирает первыми, не сидят на домашнем карантине, а целыми днями гуляют по улицам, ходят в магазины, ездят в общественном транспорте. В многочисленных сообщениях в соцсетях наших земляков, которые сейчас живут в Италии, в Испании, Франции, говорится, что эпидемия в Европе начиналась точно по такому же сценарию. О легкомыслии некоторых и смертельной опасности для всех остальных. Репортаж Азата Садриева. С таких кадров мог бы начаться фильм «Катастрофа», когда один заболевший заражает инфекцией целый клуб, а дальше как снежный ком и весь город. Авторами идеи картины, основанной на реальных событиях, вполне могут стать организаторы антикарантинной вечеринки в одном из заведений, расположенных в Уфимском гостином дворе. Журналисты программы, честно говоря, нагрянули в самый разгар мероприятия. Музыку пришлось отключить. 11 несовершеннолетних участников этого шабаша родителям пришлось забирать из отдела полиции, где на них составили протоколы. Сколько тебе лет? Сколько мне лет? Мне 16. А что дома не сидишь? Ты не слышал, что ли, про карантин? Я слышал про карантин, но зачем дома сидеть? Дома скучно. Видимо, скучно дома и пенсионерам, которые, вопреки объявленному карантину для пожилых, ходят по магазинам, посещают общественные места, ездят в транспорте. Хотя доказано на печальных примерах, что коронавирус в первую очередь опасен для людей старшего поколения. У нас же совсем единицы. Это же большой карантин там, где у них уже действительно тысячи. Москва, Ленинград, там большущие города. У нас же все-таки хорошо. Хорошему быстро придет конец, если не соблюдать самоизоляцию, говорят волонтеры, которые готовы прийти на помощь пенсионерам. Сколько надо? Желтые, да? Узнать их можно по таким жилетам. Они покупают для пожилых товары первой необходимости. Корзинку заполняют строго по списку. Продукты — это хлеб, молоко, продукты охлажденное, мясо. Есть и хозтовары тоже. Это у нас уже какая 6-я или 7-я заявка. 9-я? Уже 9-я заявка.
Наш телеканал тоже не остался в стороне. Во время съемок журналисты раздают памятки с телефонами горячих линий пенсионерам, по которым они могут вызвать к себе волонтеров. Для большего охвата населения такие же объявления расклеиваются и на подъездах многоквартирных домов. Надеемся, что бабушки и дедушки прислушаются к этим словам и не будут рисковать своим здоровьем. Ведь, как известно, именно представители старшего поколения от 65 лет и старше наиболее подвержены риску заражения инфекцией коронавируса. Возможно, зная об этом, остальные, которые помоложе, почувствовали себя в безопасности и целыми семьями вышли жарить шашлыки в Уфимском парке лесоводов. И если среди них был хотя бы один переносчик инфекции, под удар попали десятки уфимцев. Еще вчера, в субботу, в Уфимском парке лесоводов стоял ароматный запах жареных шашлыков. Сегодня, как видите, территория огорожена, все мангальные зоны пусты. Об опасности массового скопления людей предупреждает вот такая табличка. После распоряжения главы Башкортостана крупные торговые центры приостановили свою работу. Закрылись бутики, магазины электроники. О шопинге можно забыть как минимум на неделю. Запрет не коснулся аптек, зоомагазинов, банков, продуктовых супермаркетов. Ажиотажа в них уже нет. Гречка и туалетная бумага в ассортименте. Персонал регулярно обрабатывает помещения. Дезинфекция проходит каждые 2 часа. Кассы, торговый зал, то есть все места пользования. Но все принимаемые меры безопасности будут бесполезны, пока каждый житель республики не осознает возможный масштаб своих действий. Выходная неделя дана не для массовых гуляний и встреч с друзьями, а чтобы, сидя дома, уменьшить риск распространения коронавируса. Об этом говорят в новостях, пишут в интернете. В Уфе и Нефтекамской экстренные службы, курсируя по городу, напоминают горожанам через громкоговорители. Уважаемые нефтекамцы и гости города! Дорогие бабушки и дедушки, для нас очень важно и дорого ваше здоровье. Но не все нефтекамцы с пониманием относятся к мерам, принимаемым для их же безопасности. К сожалению, есть и такие персонажи, которые в случае беды первыми будут молить о помощи. А ты, братан, нажрешься? Я колу пить. Я не могу стакан взять, прикинь. Какие движуха? Мэр приехал. Мэр города приехал, нас спаслать. Не выходя на улицу без крайней необходимости и оставаясь дома всю неделю, вы обезопасите себя и окружающих от инфекции. К тому же, когда еще у вас будет шанс спасти планету от катастрофы, просто лежа на диване. Азат Садриев, Булат Закирьянов, Игорь Иванов. Итоги недели. Налоговые каникулы в виде отсрочки на 6 месяцев начнутся и у предприятий малого и среднего бизнеса. Но это не коснется НДС. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Также с 30 до 15% снизится размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ. Пониженная ставка вводится как стимул для удержания уровня выплат. О беспрецедентных мерах поддержки заявил на этой неделе Ради Хабиров. Помощь на 15 миллиардов рублей получит бизнес республики, который пострадал от коронавируса. Руководитель Башкортостана утвердил новые антикризисные меры. Подробнее о них, а также дополнительных разъяснениях Минтруда. Екатерина Тимиряева. Для кафе «Кумпан», как и всего малого бизнеса, пандемия по коронавирусу стала чувствительна и поставила буквально на грань выживания. Никого из посетителей внутри, кофе только на вынос. И все это сильный удар по сети. Собственник бизнеса Михаил Кумпан говорит, что все мысли сейчас даже не о деньгах, а о более серьезных ценностях – здоровье и жизни. Наша сейчас задача в сфере гостеприимства, безусловно, правильно пройти и объяснить. Мы всегда проявляли заботу к нашим друзьям, потому что наши гости – это наши друзья. И сейчас мы не говорим о том, чтобы зарабатывать, мы сейчас говорим не о том, чтобы сохранить бизнес, мы говорим о том, чтобы сохранить здоровье и безопасность. Выставочная деятельность тоже замерла. Все форумы перенесены на осень, часть сотрудников в административном отпуске, часть работает удаленно. Что будет дальше, остается только гадать. Ущерб – миллионы рублей. Огромный ущерб, потому что это мероприятие, это огромная сфера, которая задействована. Это ведь не только коллективы компаний, которые тоже по стране, это более сотни тысяч человек. Это та сфера, которая задействована выставочным. Это гостиницы, это рестораны, это самолеты, это билеты. То есть
Каждый рубль выставочных затрат на выставку, он приносил прибыль для всей той отрасли, региона, в котором это проходило. Общепит, туризм, гостиничный бизнес, учреждения образования, культуры и спорта. Всего по 13 направлениям экономической деятельности будет оказываться первоочередная поддержка от властей. В перечень включены те, кто наиболее сильно пострадал от коронавируса. Ради Хабиров объявил о беспрецедентных мерах на 15 миллиардов рублей. Средства выделит региональный бюджет, в частности, за счет сокращения республиканской адресной инвестиционной программы. Заработанный пакет преференций по своим масштабам, я бы сказал, беспрецедентен. Объем региональной государственной поддержки составит около 15 миллиардов рублей. Мы комплексно дополняем федеральные меры с позиции наших компетенций, полномочий и нашего бюджета, в который мы мобилизуем все органы власти и ведущих экспертов. Чтобы реализовать все задуманное, нужно выстроить новую эффективную систему управления без излишних бюрократических процедур. Правительство республики поручает создать соответствующую систему проектного управления, способную оперативно следить за тем, как изменяется ситуация и принимать выверенные решения. Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для инвесторов. Будут компенсировать курсовую разницу на приобретение технологического оборудования по приоритетным инвестпроектам, а также расходы на строительство инженерных сетей. Мы эту курсовую разницу возмещаем при условии, что этот инвестиционный проект будет развиваться в тех же сроках, о которых мы договаривались ранее. Ну, то есть остановка может быть из-за чего? 10-15% удорожает, изменился курс валюты, и это влияет на, соответственно, экономику. Если мы это берем на себя, соответственно, нет других причин для изменения графика реализации этого инвестпроекта, поэтому он, в общем, проходит в том же режиме, как мы и планировали до этого. Это позволит нам, не обращая на этот сложный период в экономике, в общем, все инвестпроекты в те указанные ранее сроки реализовать. В Башкортостане, как и по всей стране, действуют жесткие меры для нераспространения коронавируса. С 28 марта и по 5 апреля закрываются все ТЦ. Но есть исключения. Будут открыты аптеки, продуктовые магазины, организации, которые предоставляют услуги связи, а также зоомагазины и те торговые комплексы, где есть такие точки. Салоны красоты, косметические, массажные и спа-салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны также должны быть закрыты. Каким образом будут происходить выплаты в объявленную президентом страны нерабочую неделю, разъяснили в Минтруда. Выплаты должны быть с сохранением зарплаты. Если есть угроза увольнения, звонить на телефон горячей линии. Разница между выходными днями или нерабочими праздничными днями в том, что здесь не будет двойной оплаты. При этом очень много изъятий для тех организаций, которые фактически обеспечивают деятельность городов, наших населенных пунктов, транспортные структуры, инфраструктуры, медики, социальные работники. Все они продолжают работать. Ради Хабиров также утвердил список заболеваний, при которых обязателен режим самоизоляции. В перечне люди с диагнозами сахарный диабет, болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, перенесенные операции по трансплантации, новообразования. Последствия ситуации никто не берется предсказать. Сейчас непонятно, что будет дальше и когда это кончится. Остается ждать хороших новостей. Определенным сигналом станет информация о снижении числа заболевших и умерших от COVID-19. Екатерина Тимиряева, Артур Елаев, Азат Ишбулатов, Азат Тузбеков. Итоги недели. Ну и к другим темам. Температурные перепады в первой половине апреля могут уменьшить масштабы паводка. В ближайшие дни в республике ожидается потепление и процесс таяния активизируется. Но уже со 2 апреля столбики термометров вновь опустятся до 3-6 градусов, ночью до -3. 7 же апреля снова потеплеет. Такие температурные чередования задержат процесс таяния снегов, что в последующем может снизить уровень максимальных подъемов рек. По прогнозам синоптиков, река Белая в районе Уфы и Бирска поднимется до 830 сантиметров. Это на 50 сантиметров выше нормы. В Стерлитамаке на полметра. В районе Шакши в Уфе почти на 900 сантиметров, что также выше нормы. Случаев подтопления на сегодня в Башкортостане нет. Все службы готовы к безаварийному пропуску весеннего половодья. На сегодняшний день в республике ситуация с паводком стабильная. Все службы в составе 3000 единиц техники и плавсредств и 10 тысяч человек готовятся к безаварийному пропуску весеннего половодья. Для этого проводится распиловка льда, очернение. Также готовятся взрывные работы.
От перемены слагаемых сумма еще как меняется или как финансовые пирамиды вводят в заблуждение доверчивых граждан. В Башкортостане история с печально известным потребительским кооперативом «Инвестсоцвклад» продолжается. Свыше 2000 человек до сих пор не могут вернуть свои деньги. В прошлом году в отношении руководителя возбудили уголовное дело по факту мошенничества и арестовали его. Люди ждали суда и возврата своих вкладов, однако организатор пирамиды вдруг заявил, что он банкрот. Ее не стало в сентябре. Тяжело больная сестра пенсионерки умерла, так и не дождавшись своих денег. Резда Кашаповна не может сдержать эмоций. Обидно. На небольшую пенсию пожилая женщина воспитывает еще и внучку. В Инвестсоцвклад пенсионерка вложила не только свои сбережения, но и деньги родственников, за что до сих пор не может себя простить. И она до последних дней просила. И до последних говорила, что я тебе верну обязательно. Просила прощения про себя. Я говорю, прости мне, пожалуйста, что я тебя так сильно подвела. Компания работала с 2016 года. В республике было 21 офис Инвестсоцвклада, из них 10 в Уфе. Логотип кооператива и его реклама напоминала легальный Социнвестбанк. В оформлении использовали тот же черный и оранжевый цвет. Как уверяют пострадавшие, им обещали доход до 14% годовых. На вопрос, куда идут деньги вкладчиков, сотрудники кооператива отвечали – в строительство малоэтажных домов и микрофинансовой организации. Правда, названий компании работники не знали. Финансовая пирамида – это прежде всего организация, которая привлекает средства без четкого указания объектов инвестирования. И такая организация, как правило, привлекая средства очередных там сберегателей, инвесторов, как бы их ни назвали, да, они выплачивают из новых поступлений доходы предыдущим. Строительство финансовых пирамид уголовно наказуемо. Соответствующий законопроект был принят в России еще 4 года назад. Поэтому сегодня открыто заявлять о том, что клиенту нужно привести новых таких же потребителей, никто не будет. Вместо этого сотрудники Инвестсоцвклада рассказывали об удобствах вложений на несколько человек. В открытых источниках уставной капитал скрыт. Финансовая отчетность пустует, а сайт и вовсе не работает. В открытом доступе имеется информация о том, заключались договора или нет. В отношении конкретно данной организации я вот сегодня увидела, что каких-либо договоров заключено не было. Поэтому, конечно же, то, что они якобы куда-то инвестируют, это уже говорит о том, что это не соответствует действительности. Еще в объявлениях значилось, что все вложения граждан застрахованы. Заверение сопровождало изображение, очень похожее на логотип госкорпорации Агентства по страхованию вкладов. Только вот составители рекламного макета не учли, что агентство занимается исключительно страхованием банковских вкладов. Но это не мешало предпринимателям указывать аналогичную сумму покрытия – 1 400 000 и вводить граждан в заблуждение. В отношении руководителя Социнвествклада МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Главное следственное управление сейчас устанавливает точное количество потерпевших в рамках расследования уголовного дела. И если вы считаете, что стали жертвой обмана со стороны данной организации, вы можете обратиться в МВД республики с заявлением. В Башкортостане только за прошлый год было выявлено 13 финансовых пирамид. Их организаторы рискуют получить штраф до 1 000 000 рублей, принудительные работы или вовсе лишения свободы. Сейчас бывшие руководители Инвестсоцвклада пытаются добиться признания банкротства через суд. И если им удастся доказать отсутствие у кооператива денежных средств, то более 2000 вкладчиков по всей республике точно останутся без своих накоплений. Айгуль Хатыпова, Римзат Билалов, Азат Ишбулатов и Виктор Миренков. Новости Уфа. Ровно 40 дней до Великой Победы телеканал БСТ продолжает обратный отчет до главного праздника страны. Серию репортажей мы посвящаем тем, кто приближал весну Победы. Воевал на фронте или трудился в тылу. У многих роковые-сороковые отняли детство. Наша цель – рассказать 75 еще не рассказанных историй героев. Репортаж Эмили Басареева. Замкомандующий армии генерал-майор был. Очень приятно, очень рад вас видеть. Спасибо вам. Ветерана Габдрауфа Гареева военнослужащие встречают с почестями. В Оренбургскую область из Белебея он приехал ради своей мечты – сесть в кабину модернизированного танка Т-72Б3. Именной шлем он получил в подарок. С позывным «Метеор» Габдрауф Саляхович прошел всю войну. На фронт он ушел 17-летним юнцом. Мехвод на танке Т-34 объехал пол Европы. Во время своего первого марш-броска в Польше он остановил танк, чтобы убрать с дороги раненого человека. Командир боевой машины тогда преподал юноше урок. Он повернулся, пошел туда,
Он застрелил его, да. Это был немец. Вот, подошел, мне поставил в лоб пистолет. Если ты без моего разрешения остановку сделаешь, я тебя тут вот так же, как я тут сделаю. Встречать весну в кабине боевой машины для Габдрауфа Гореева стало уже традицией. В прошлом году, благодаря нашему телеканалу, ветеран смог вновь занять место механика-водителя в танке Т-34. Раз мечтам даже в таком возрасте свойственно сбываться, теперь загадал. Встретить День Победы на параде в Москве. Картошечки 2 даст, пшена там подсыпет. В общем, мы жили очень плохо. Вспоминая роковые-сороковые, Раиса Злобина говорит, что для нее до сих пор нет ничего вкуснее сырого картофеля, которым спасались от лютого голода. Когда началась война, ей было всего 4 года. Детство многих советских детей было еще страшнее. Семья ее покойного мужа Вячеслава Злобина жила в Литве. Когда напали фашисты, армия отступала в спешке. Военнослужащим пришлось оставить свои семьи, по сути, на произвол. Вместе с мамой, сестрами и братом они попали в концлагерь Заксенхаузен. Взрослых отправляли на работы, детям же еду приходилось добывать самим. При том, что фашисты особо не церемонились. Он лазил за колючую проволоку, там, говорит, вышки стояли. И вот за колючей проволокой, осень была, рыл картошку, а вот его как раз там и ранили. Пуля прошла на вылет от сердца. Раиса Георгиевна вспоминает, что муж часто говорил о том, что детям войны нет никакой помощи, и надеялся, что государство окажет поддержку. Его не стало в 1996 году. Незадолго до смерти Вячеслав Злобин написал 2 письма президенту России Борису Ельцину. В них он рассказал о своей жизни и просил хотя бы о какой-то материальной поддержке для малолетних узников концлагерей. К сожалению, эти письма он так и не успел отправить. Махмуд Кулсубаевич – труженик тыла. Когда начал работать, был всего на 2 года старше своих правнуков Рузиля с Лейлой. Трудиться в колхозе стал с 10 лет, а в 11 перешел в бригадиры. Мужчин попросту не было в деревне. Тогда, в 41-м, Махмуд Бигбаев окончил 20-дневные курсы и сел за руль трактора. На кресло шофера приходилось подкладывать то книги, то одежду. Мальчишку едва было видно из-за баранки. Заботились тогда о себе сами. Даже спустя 75 лет едва получается сдерживать слезы. Сам себя заставил. Кушать нельзя, война, а родителей нету. А мы самые-то маленькие были. История Победы – это ведь не только рассказы из окопов. Это и про тех, кто ковал детали для оружия и техники. Про тех, кто отправлял на фронт продовольствие, кто вспахивал поля, сеял и собирал хлеб. При этом сами они часто голодали и оставались без сил. У них, как ни у кого, было непреодолимое желание жить. Живут сейчас благодаря ним их дети. И уже правнуки, совсем маленькие, рассказывают стихи о победе. Пока что, может, даже не до конца понимая весь смысл этих строк. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Эмиль Басареев. Итоги недели. Ну а сейчас о взрывах, при этом ядерных, но не в военное, а уже в мирное время на территории Башкирии. Правда, многие, к примеру, из моего поколения об этом даже не слышали. Хотя шума тогда они наделали много. Кстати, 30 марта будет ровно 55 лет, как прогремел первый подобный взрыв у нас в республике. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной выйдет в эфир сразу после итогов недели. 2, 1, 0. Ядерные взрывы в Башкирии вовсе не выдумка, а исторический факт. Здесь буквально под моими ногами почти 50 лет назад произошел ядерный взрыв. Когда взорвут, земля как волна вот так движется. Где, кто и для чего провел в республике 7 атомных взрывов? Произошло землетрясение самое настоящее. Печки поломались, стекла потрескались. Куда делась радиация и как она отразилась на жителях Башкирии? Провожу замер уровня радиации. Чернобыль – это человеческий фактор. Человек везде может допустить ошибку. Атомная энергия – смертельный разрушитель или мирный союзник? Попробуем разобраться в специальном репортаже. Кстати, о Джеффе Монсоне. 10-летний реставратор из Уфы починил часы его бабушки. Алан Хадеев принял участие в шоу «Лучше всех». Мальчик коллекционирует и ремонтирует механизмы. Однако после выпуска передачи ему пришлось уничтожить один из экспонатов. Только вот почему, если надпись гласила, что часы премиум-класса, знает Лилия Курбанова. Вот анкерная вилка. И вот она вот туда-сюда, она не дает часам бежать. Благодаря чему
Вот она ее задерживает и вот разделяет на секунды шестерню. Юный реставратор готов в прямом смысле часами рассказывать о любимом увлечении. За циферблатом целая наука, а порой и целая история. Гравировка двухглавого орла и написано «Павел Буре, поставщик двора Его Величества». У Николая II были вот эти вот механизм, и тут еще поставлял он для царской семьи. Ему всего 10 лет, но с будущей профессией он определился. Хобби уже сейчас приносят, пусть скромный, но все же доход. За ремонтом обращаются одноклассники, соседи и родственники. Правда, молодой реставратор сокрушается, что механические часы все меньше пользуются популярностью. Сама по себе эта профессия вымирает. Часовщиков с каждым днем все меньше и меньше. Сейчас же все роботы, да и электронные часы. Впервые часы в руки мальчик взял в 3 года. Это был подарок. Позже механизм Алан собрал и разобрал. Причем несколько раз. Это стало неким квестом и заменило игрушки. На днях об Алане Хадееве узнала вся страна. Мальчик стал участником шоу «Лучше всех» на Первом канале. На передачу он приехал с мамой, папой и учительницей. Из Уфы они вместе везли больше 200 тикающих механизмов. Часы пришлось упаковывать в 24 коробки. О своей коллекции Алан рассказал Максиму Галкину и Джеффу Монсону. А еще прямо в студии починил механизм, который достался бойцу смешанных единоборств от бабушки. Я поражен этим, сказал Джефф. Больше всего его поразила та страсть, с которой ты занимаешься ремонтом часов. Насколько ты в это... Да. После выпуска программы с Аланом связался Константин Чайкин. Это единственный в России производитель часов премиум-класса. Дело в том, что у мальчика оказалась копия его изобретения. Оригинал стоит почти 6 миллионов рублей. Подделку мастер попросил уничтожить. Взамен обещал подарить другие часы. Через несколько лет Алан планирует запустить свой бренд часов, а пока название «Хадеев и компания» красуется на китайском циферблате. Школьник поменял механизм на японский и добавил креатива. И минутная стрелка, когда подходит к вот этой лопатке, она поднимает ее, как молоточек. Когда стрелка доходит ровно до 12, сейчас покажу на секунду, то вот смотрите сейчас, вот этот молоточек ударяется колокольчик, и происходит такой вот звонок. Обычно старые механизмы ему отдают знакомые или вместе с папой покупают их на блошином рынке. Алан находит какие-то ценные для него экземпляры, покупает это, с больших денег и стоит, в общем, это, так сказать, охота. Это как вот грибники ходят за грибами, охотники охотятся на дичь, а вот такие коллекционеры, они вот ищут ценные экземпляры вот и на блошиных рынках в том числе. В этой квартире, больше похожей на музей, механизмы занимают почти все поверхности. Стены, столы и даже подоконники. В коллекции Алана больше 400 экспонатов. Так что, переиначивая известную крылатую фразу, Хадеевы часов точно наблюдают. Каждый раз, приоткрывая завесу циферблата, он погружается с головой в этот одновременно крохотный и глубокий мир. Кстати, для работы он выбирает инструменты исключительно прошлого века. Советская лупа, в руках советский пинцет. У Алана такой принцип. Этот маленький мальчик с огромным талантом уверен, его время скоро настанет. Лилия Курбанова, Ильнур Юмагулов, Виктор Миренков. Новости Уфа. Минувшая неделя стала заключительной в хоккейном сезоне. КХЛ приняла решение завершить чемпионат из-за пандемии коронавируса. Обладатель Кубка Гагарина так и не будет определен. Вот так плавно началось так называемое межсезонье. Сейчас болельщики уже вовсю обсуждают, кто из хоккеистов останется в команде, а кто уйдет. Но уже совершенно точно покинет Салават Юлаев. Ленус Умарк – самый результативный легионер в истории башкирской команды. Он уже попрощался с болельщиками через Инстаграм. Артем Кочешев расскажет, известно ли, кто заменит шведа и подведет итоги сезона. Окей, и сосрал сушку. Его словарный запас поразил болельщиков. Умарк сразу заговорил на одном языке с фанатами. Но больше всего он покорил своей игрой, искрометными голами. Зачастую казалось, то, что Умарк делает на льду, не поддается никакой логике. Он стал любимцем болельщиков, грозой для соперников и самым загадочным хоккеистом даже для партнеров по команде.
Умарк, okay, he's a special guy, he's a weird. Да, пожалуй, самый загадочный персонаж в команде Линус Умарк. Он особенный. He's a special guy, for sure. Многие эксперты считали Салават Юлаев командой Умарка, на которого все играли. За это клуб часто критиковали. Иногда казалось, что от настроения шведского легионера зависит вся игра коллектива. Отчасти это может быть и правда, но если Умарк был в настроении, то лед плавился от его фантазии. Осталось только забить. Кто еще из полевых игроков мог бы попробовать себя в воротах на матче звезд? Yesterday we started the skills, so we said, yeah, let's do it. Мы поговорили об этом накануне во время мастер-шоу. Немного подумали и сказали: давай, сделаем это. Я уже играл в воротах во время игры на открытом воздухе, но там были дети и не было таких сильных бросков. Самое тяжелое было совладать с коньками. Коньки Юхи слишком малы для меня и был в своих обычных. Иначе бы я мог толкаться сильнее. Кто бы решился провести выпуск новостей в эфире нашего канала? Good morning, everyone. Welcome to my own TV show. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Шведский волшебник с зеленым сердцем улетел и вернуться уже не обещал. Сур Рахмат. Кто заменит шведа в команде? Вопрос пока открыт, и вряд ли так быстро удастся найти форварду адекватную замену. Несмотря на то, что об уходе Умарка руководителем клуба было известно еще год назад. После окончания прошлого сезона сказал, что этот сезон будет последним для него в России. И он сделает все возможное, чтобы в этом сезоне выиграть кубок. В первую очередь сыграл, конечно, его желание уехать и поиграть в другом чемпионате. Какие были там, возможно, семейные какие-то были, потому что дети уже подрастали, возможно, другие моменты. Но в первую очередь было его желание сыграть вот в другом клубе, в другой стране. Хоккейный рынок уже пестрит яркими новостями. По поводу потенциальных новичков Салавата пока ничего не известно. Зато покинуть юлаевцев по сообщениям спортивных СМИ может целая группа игроков. Александром Кадейкиным интересуется за океаном. Захар Арзамасов может перейти в СКА. Слухов вокруг игроков уфимского клуба много. Впрочем, у всех хоккеистов действующие контракты до 30 апреля. Стадия такая работы идет. У нас такого понимания нет, что покинет. У нас сейчас, вы понимаете, что потолок зарплат, вот это у нас такая больше. А так хотелось бы сохранить вот эту команду, которая у нас есть. Интересно, что ни генеральный директор Александр Курносов, ни спортивный Василий Чижов, ни главный тренер Николай Слугин не имеют контрактов с клубом на следующий сезон. Во-первых, контракт до 30 апреля. Во-вторых, это мой родной город. Я здесь вырос, я здесь родился. Поэтому для меня, конечно, всегда было бы очень здорово работать здесь. Команду изначально распустили до 30 марта, но после решения прекратить сезон стало ясно, что в таком составе она уже не соберется. Фото, которое Линус Умарк выложил летом 2019-го с подписью «Чемпионы следующего сезона», осталось единственным напоминанием. Кубок Гагарина мог отправиться в Уфу этой весной. Артем Кочешев, Роза Хабибуллина, Дан Хамитов. Итоги недели. Вот такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что сидите дома и смотрите канал БСТ. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Будет интересно, не пропустите. Не болейте.